Она все равно, каждый сказал. Сессия на тему цели и задачи Эрзянского национального движения. Jauka, tiek skaidinās Julius Jūtautos Эрзян Келис, son uzdevtajiem un mums, ansāk, bončāk kuģēn, tiemaņt, kun atmintīši кепитянус, он пек стака, ламос он за кияк, он за монарс перян очарпится. Я сказал, что этот доклад готовил секретариат Иназора вместе с экономическими экспертами и другими людьми. Мы его перевели на эрзянский, я принимал участие в переводе. И вы знаете, тут есть абзац, глава небольшая, которую на сегодня невозможно перевести на эрзянский язык. Просто невозможно, вы ее услышите, я подчеркну, когда я начну озвучивать. Поэтому я прочитаю на русском языке. Это то, что мы предлагаем изменить вот, с сегодняшнего дня. Проблемы и вызовы, обозначенные мною в предыдущем выступлении, указывают на то, что эрзянское национальное движение требует не только анализа пройденного пути, но и переосмысления своих целей и задач. Было бы весьма странно вести себя так, как словно мы живем в 2002 году. То есть выпуск газеты «Эрзянь Мастор», издание каких-то книг, подготовка к Дню эрзянской мовы. Дело мы уже не можем так. И дело не только во вторжении вооруженных сил Российской Федерации в Украину. Хотя и это событие еще очень сильно повлияет на судьбу всех, без исключения коренных народов. Эрзян в частности. Дело в том, что вызовы перед нашим народом таковы, что дальше невозможно прятаться от реальности и делать вид, будто что наша главная задача – это газета или издание какой-то книги. Да, это важные, очень важные аспекты национального возрождения. Но когда самолет вошел в пике и не управляем, в голову не приходит подметать солому. Знаю, что среди эрзян немало тех, кто уверен, что наше будущее в составе России и с Россией. Но эти люди лукавят и обманывают себя и других эрзян. Пора честно признать, что наше положение за последние 20-30 лет значительно ухудшилось. Россия в деле ассимиляции финно-угров, вообще и эрзян в частности, зашла очень далеко. Нам уготована Москвой только одна судьба – полное исчезновение народа посредством последовательного лингвицида и ассимиляции. Я считаю, что у нас нет будущего в составе России. И здесь мы подходим к главному вопросу – как быть и что делать? Ответ простой и сложный одновременно. Мы либо боремся, либо сдаемся. Второй путь я исключаю изначально, так как путь сознательной эвтаназии эрзянской нации – это путь тех, кто уже умер духовно. Человек, желающий смерти своей нации, потому что так будет удобнее начальству по работе, такой человек уже не здоров. Я буду бороться за будущее эрзян, потому что это и мое будущее. Это часть меня, и по-другому я не могу. Итак, цель нашего национального движения остается прежней – сохранение эрзянского народа. Но задачи кардинально изменяются. Создание эрзянского государства – вот главная цель Кирди-Юр, так называется наша власть эрзянская, национальных представительных органов нашего народа. Только в собственном государстве мы сможем не только сохранить себя как народ, но и развиваться и идти дальше. Каким я вижу это государство? Итак, его государственное устройство. Это федеративная республика Эрзянь Мастор с парламентской демократией. Территория государства включает земли Республика Мордовия, Пензенскую, Ульяновскую, части Нижегородской и Рязанской областей. Вы видите карту, если уже есть карта, можно смотреть. Административное устройство – это 8 кантонов и одна автономная республика. Слово «кантон» многим не нравится. Это мы должны обсудить сегодня, каким должно быть это слово. Какие это субъекты? Это, я называю только центры субъектов. Арзамас, Саров, Саранск, Лямбель, Кузнецк, Сызрань, Ракош, это Ульяновск, Меликес, это Димитровград сегодня, и в составе эрзянского государства Макшанская республика. Макшанская республика будет иметь особый статус и собственную конституцию, что предусматривает широкое политическое и экономическое самоуправление.
Таким образом, политическая система государства имеет два уровня. Федеральный, на котором принимаются общегосударственные решения международного значения, и региональный, где решаются задачи кантонов. Каждый уровень обладает собственными органами исполнительной, законодательной и судебной власти. Последняя, в свою очередь, дифференцирована на подсистемы финансовых, трудовых, гражданских и уголовных судов. Однопалатный парламент Атянизем, сегодняшняя Рада Совет Старейшин, куда избираются депутаты от 8 кантонов и Макшанской республики. По 10 депутатов от кантона и 11 от Макшанской республики. Всего 91 депутат. Конституция Эльзянь-Мастор принимается 2/3 голосов Атянизем, то есть 61 мандат. Законы и постановления простым большинством, 46 мандатов и более. Депутаты Атянизем избираются в ходе всеобщих, прямых, свободных и равных выборов при тайном голосовании. Система формирования парламента пропорциональная. Парламентские места получают только те партии, которые набрали не менее 5% голосов избирателей. У нас нет сегодня партий национальных. В России запрещены политические партии кого бы то ни было. Партии любителей пива, кошек, Путина и всего остального, пожалуйста, национальных партий у нас нет. В то же время в Украине есть, например, когда с Венгрией люди жалуют, что плохо венграм в Украине, я знаю, что у них есть национальная партия в Украине, у них есть газеты, институт, так у нас будут свои партии. Подсчет голосов на общенациональном уровне осуществляет Федеральный избирательный комитет. Каждый кантон имеет собственный парламент, включающий каждый. Да, Лямбирь, маленький, это маленький, это татарский. Этих два кантона, Лямбирский и Меликесский, это татарские кантоны. Мы проводили переговоры и с татарами, и с макшанами по этим вопросам. Каждый кантон имеет собственный парламент, включающий 71 депутат, за исключением кантона Лямбирь, представляемого 31 депутатом. Парламенты кантонов избираются по смешанной системе. Каждый избиратель голосует по двум спискам. В первом он выбирает кандидата, избираемого по мажоритарной системе, второй по партийному списку. Важнейшая функция Атянизем – это принятие Конституции и законов, назначение премьер-министра, выборы инязора и контроль за деятельностью правительства. На заседаниях парламентских комитетов осуществляется основная работа по подготовке законов. В ходе заседаний должна быть согласована политическая воля и знания экспертов в соответствующей области. На комитеты возлагается основная работа по парламентскому контролю за деятельностью правительства. Глава исполнительной власти – премьер-министр, который выдвигается парламентским большинством и формирует правительство. Инязор – это глава государства, исполняющий представительные функции. Экономическая политика. Мы обращались в фонд специальный, который, здесь небольшая выписка всего-навсего, который проанализировал, каким образом можно реализовать нашу политику вот на этой территории. Экономическая политика. Необходимо реформирование деревообрабатывающей промышленности, в частности, привлечение эстонских и финских инвесторов для создания производственных мощностей на территории Эльзянь-Мастор. Производственное профилирование, деревянные дома, строительные детали и мебель. Экспортное ориентирование стран Европейского Союза. Сфера услуг. Большинство населения Эльзянь-Мастор будет трудиться в секторе общественных услуг. Это транспортные работники, жилищно-коммунальная служба, обеспечение тепло-, электро- и газоснабжения, строительство, торговля, бытовые услуги, связь и телекоммуникации. В этом секторе государство будет стремиться к повышению доли частной инициативы и будет категорически препятствовать монополиям. Промышленность. Производство, вот это то, что мы не смогли перевести на рязанский язык. Если кто-то возьмет, я буду благодарен. Промышленность. Производство кабельно-проводниковой продукции, полупроводниковых приборов и силовой преобразовательной техники. Развитие вагоностроения, светотехники, цементного производства, пищевых перерабатывающих производств, освоение выпуска новых видов строительных изделий и материалов. Улучшение переработки материалов и использование вторичного сырья, которое поощряет использование устойчивых моделей производства и потребления. На предприятиях необходимо, на существующих уже тоже, повышать эффективность использования ресурсов, в том числе энергоэффективность, например, за счет поддержки промышленного симбиоза, цифровизации, цифрификации и более ресурсоэффективных технологий.
Необходимо будет реорганизовать управление отходами, исходя из иерархии отходов, и внедрять инновационные решения для сокращения образования отходов и увеличения переработки материалов и раздельного сбора отходов. Меня совершенно не пугает то, что мы это не смогли перевести на ирзянский язык. У нас будет свой институт ирзянского языка, и он разрешит спор наших сегодняшних оппонентов, кто за кириллицу, кто за латиницу, как это все будет нужно, и слова новые они придумают тоже. Технологии. Мы должны сделать Эрзянь Мастер цифровым центром притяжения Идель Урала, куда стремятся как в виртуальном пространстве на основе электронного резидентства, так и в физическом, чтобы создавать компании и предлагать свои услуги всему миру. При этом мы должны создать законодательство и налоговую среду, которая позволит внедрять новые бизнесы, которая позволит внедрять новые бизнес-модели. Национальная политика. Эрзянь Мастер – это светское государство, которое строит эрзянскую политическую нацию. Это значит, что все граждане государства равны в своих правах и обязанностях. Гражданами Федерации будут те жители, которые подпишут специально разработанную Атянь-Изен присягу гражданина Эрзянь Мастер. Подписание присяги будет проходить торжественно на территории кантонов и Макшанской республики. Государственный язык эрзянский. Законодательная, судебная и правительственная деятельность Федерации осуществляется на эрзянском языке. Каждый из кантонов и Макшанская республика могут установить официальные языки, на которых будет осуществляться обучение с 1 по 9 класс, а также исполняться административные функции кантонов. Каждый кантон. Татарский на татарском, русский на русском. Армия. Профессиональная и контрактная, общей численностью 80 тысяч военнослужащих. Военный союз с ближайшими соседями. Полный отказ от ядерного оружия. По армии еще есть о чем поговорить, просто чтобы, возможно, кто-то будет вопросы какие-то задаст. Там предусматривается еще, чтобы в каждом кантоне была своя армия, как сегодня в Украине, по примеру теробороны, то мы должны использовать опыт украинский в первую очередь, потому что это на сегодня конкретный совершенно опыт. Это опыт Швейцарии, когда у человека дома есть все, только вышел из дома, он уже у себя подразделение. Как достичь поставленной задачи? Необходима информационная работа по формированию и популяризации образа Эрзянь Мастер, привлекательного образа Эрзянь Мастер. Военные авантюры Кремля неминуемо приведут к дальнейшему ухудшению социально-экономической ситуации в регионе, что в свою очередь усилит отток населения. Вполне реальной является перспектива наложения на Российскую Федерацию как государство, потерпевшее поражение в войне, огромных репараций. Москва постарается переложить основное бремя этих репараций на свои колонии. Такое положение дел усилит центробежное настроение. Однако обрушение Российской Федерации произойдет не вследствие голодных бунтов или массовых митингов. Оно произойдет в результате коллапса государственного аппарата, который будет сопровождаться политической борьбой в самом федеральном центре. То есть ни в Саранске, ни в Пензе, ни в других городах не будут происходить референдумы о сохранении Российской Федерации. Это будет необратимый процесс, без оглядки на ситуацию на местах. Возможно, кто-то будет пытаться закрыть глаза и лечь на рельсы под несущийся поезд. Правда, это никак не повлияет на ситуацию и не остановит дезинтеграцию империи. Поэтому преимущество получат те силы, которые дадут четкую и ясную перспективу для народа. Наша перспектива – это независимое государство, выход из войны с отказом от мобилизации на территории Эрзянь Мастер, прекращение действия законов Российской Федерации на территории нового государства, выход из-под санкций и получение экономической поддержки от международного сообщества в вопросе проведения экономических реформ. Сейчас мы должны все свои силы направить на поиск соратников на землях Эрзянь Мастер, в других государствах и популяризацию нашей политической программы. Когда наступит час Че, мы должны быть на 2 шага впереди наших соперников, имперцев всех мастей. Спасибо большое. Переходим к обсуждению доклада. Пожалуйста, у кого есть реплики? Артур, пожалуйста. Значит, у меня Это есть вопросы по поводу, сначала по поводу карты, у меня есть много вопросов. Во-первых, Макшанская республика, вот она включена в состав Эрзянь Мастер, но макшане это другой народ. И это, по сути, создание центра, так скажем, напряженности. То есть, по сути, это такой аналог, не знаю, Австро-Венгрии. То есть, и, естественно, это приведет к движению от макшанского народа. Вот это вот, то есть, они решат, допустим, выйти, например, из состава Эрзянь Мастер в свою собственную республику.
Вот. И понятно, что мы можем это предоставить, но проблема в том, что у нас, страной правит не Атинизия, не Незор, страной правит народ. И если у нас Эрзянь-Мастер начнет разваливаться, например, по Макшанской республике, то это может привести к вооруженному конфликту между Макшанами и Эрзянами. Это первое. Второе, почитаем. Ну, это да, ответим. Да, хорошо. Смотрите, я спрошу вас, а вы знаете, что сегодня хотят Макшане? Ну, допустим, стать русскими. Хорошо. Смотрите, какая проблема действительно существует? Это очень серьезная проблема. Эрзян и Макшаны специально отвели земли, обратите внимание, и автор подтвердит, что отвели земли, в общем-то, чуть-чуть эрзянские, чуть-чуть макшанские и не совсем. То есть на что был расчет? То есть половина Мордовии из 22 районов, половина это Макшане, чуть меньше, половина условно это эрзяне. Расчет простой. Когда мы начнем отделяться, мы передеремся, как говорит автор, из-за куска земли. Все наши попытки, начиная с 2019 года, найти связь какую-то, с кем-то говорить на Макшанской территории, там, в Мордовии, не увенчались успехом. То есть они сегодня ничего не хотят. Но это не отличает их куда-то в плохую сторону, потому что такие все. Среди эрзян большинство тоже не думает сегодня про Эрзянь-Мастер или про что-то другое. Тогда мы начали работать, ну, условно так, с людьми с эмиграцией, с макшанами. И на сегодня есть несколько макшанских центров, и мы с ними сотрудничаем. Эта карта была обсуждена с макшанами тоже, и с татарами тоже. Что хочет макшанин на самом деле? Чего хочет человек? Чего хочет любой из нас? Это жить нормально. Чтобы тебя не трогали, чтобы была работа, чтобы тебе достойно платили, чтобы ты не боялся мобилизации, что тебя арестуют за какое-то мнение или слово, или за лай. Правильно? Мы это не предлагаем. Эрзянь-Мастер это не центральная какая московская там, ну, не знаю, структура. Нет, это конфедерация. Вы знаете, что в Батяне-Зем входят представители всех этих кантонов, и каждый кантон это субъект. Это не то, что вот сказали дело. Нет, он сам там принимает решение. Теперь это же мы хотим и всем остальным, кто здесь живет. Вот здесь живут, эрзян там очень мало, я согласен. И мы говорим макшанам, смотрите, вот пусть Макшанская республика будет на территории макшанских районов Мордовии и на территории Пензенской области почти вся, и это будет Макшанская республика. Как они там живут, я прочитал, планируется, да, как они будут жить. Мы сейчас сказали макшанам уже, что на сегодня мы понимаем вашу слабость, и они с этим согласны, что мы сегодня сильнее. Мы поможем вам создать Макшанскую республику в составе Эрзянь-Мастер. Но мы понимаем, что если вы захотите жить самостоятельно, и вы решите, что вы готовы жить самостоятельно, Эрзянь-Мастер поможет вам, поможет отделиться и создать собственное государство. В чем лукавство? Лукавство в том, что мы должны создать такое государство, это обязательно, чтобы никто не хотел от нас убегать. И это касается и татаро-эрзянского Меликеса, это касается и Кузнецка-Сызрани, где люди русские, чтобы им нравилось там жить. Потому что думать, что все будут убегать, а куда будут убегать макшане? Они будут убегать в Рязанскую область или в Тамбовскую, на которую вместе с Москвой наложены санкции, и руководители которых сегодня не могут предложить даже похожую модель того, что мы сегодня предлагаем. Мы никого не заставляем, это не репрессивное государство. Если они захотят отделяться, мы согласимся, но наша задача в том, чтобы они не захотели, чтобы их все устраивало. Я понимаю, что это будет, вы не согласны, но это нормально. То есть вот такое мнение. Давайте второй вопрос. Ну, второй вопрос у меня тоже как раз таки по татарам, потому что ровно по той же самой причине, потому что если это все начнет разваливаться, то в самом рязанском народе возникнет напряжение. Не к тому, что все передерутся там друг с другом, а к тому, что, например, Австро-Венгрия, Венгрии, например, они начали отделяться, Австрия пошла, вела войска. Потом Советский Союз распался. Сейчас что происходит? Вот вы сами участники этих событий. Вот. Советский Союз пытается выжить. Вот что сейчас происходит. Вот. И вот то же самое, Эрзянь-Мастер тоже будет пытаться выжить в тех границах. И потому что я говорю, правит не Атинизем, правит народ. А если народ решает, что Эрзянь-Мастер дает такие границы, то они там будут еще движения дополнительные, и все это еще выльется в всякие протесты, и это реально очень опасно. Второе. Можно ответить? Да. Я задумал. Смотрите, если мы что-то создаем,
что перспектива того, что это может потом развалиться, то есть зачем тогда создавать вообще? Можно ничего не делать, все равно развалится. Еще раз повторюсь, у татарских кантонов абсолютно те же права, что у татар в Татарстане. У макшан свои права в своем кантоне. Если принимает решение Сызрань, что у них обучение на русском до 9 класса, а административное все ведется, дело производства на русском, мы не против. Задача создать государство, из которого не хотят убегать. Слово разваливается то, что ты собрал до кучи, да? У нас нет кучи. Это структура горизонтальная. То есть, ну иди, ну хочешь жить сам, ну иди, ну кто тебе не дает. Но учитывая, мы надеемся, что мы быстрее остальных регионов наладим связи с Европой, и на сегодня нас многие поддерживают. То есть мы это все исследовали. Многие поддерживают. Мы создали государство, из которого люди не убегают. И оно не разваливается, потому что там есть, придумать ничего не надо. Модели экономические в мире полно таких, которые не разваливаются. И мы это должны использовать. Ну да, то есть это такие равнотождественные между собой субъекты, как в Швейцарии есть ретро-романия, есть немецкая часть и французская. А какую модель взяли за основу? Сегодня? Экономическую? Да. Ну я читал о ней. А вот можно вопрос как раз свободный бизнес. про модели. А не кажется ли вам привлекательной английская система, когда есть только две партии, да, как в США или в Англии? Вот представьте просто умозрительно, что было бы в России, если бы там было всего две партии, и эти партии бы как раз отвечали, опять же, я говорю про онтологическую границу. То есть в России есть люди, и как бы в российских умах граница происходит, есть люди славянофилы, почвенники, как угодно их можно назвать, ватники, евразийцы, а есть другая группа, западники, либералы. Да? Если бы в России были бы такие две партии, то они бы друг друга уравновешивали, и, может быть, не получилось бы никакой единой России и всей той чехарды, которая происходит сейчас. Не кажется ли вам, что стоит сделать такую двупартийную систему? Только я не знаю, где у нас в умах с татарами, русскими мерзянами, макшанами, где у нас такая граница происходит, но ее можно как-то нащупать и найти. И чтобы вот была такая вечная борьба двух начал. То, что мне нравится, или то, что мне не нравится, сегодня не имеет никакого значения. Потому что нельзя силовым путем сказать, у нас будет двухпартийная система, ты что для этого будешь две партии создавать сам, что ли? Учитывая, что здесь вот Арпад, и вы, и еще другие, у нас не может быть двух партий, у нас будет гораздо больше партий. И это здорово. То есть, и наша задача создать условия для этих партий, условия честной конкуренции. Этим нельзя рулить. Как там сложится, не знаю. Мы предлагаем вот такую модель. А сколько партий будет? Какие партии будут? У меня вопрос как раз по поводу партии. После того, как уже большое время пережили мы советскую власть, не будет ли правильно запретить коммунистическую партию как таковую? Спасибо. Значит, первое, что будет сделано на территории Займастера, это декоммунизация, немедленная декоммунизация, немедленная иллюстрация. Все чиновники и лица, которые имеют отношение к уничтожению народов и уничтожению народов их военным путем, должны пройти через люстрацию. В какой форме, пока не знаю, это может суд. Никто не собирается его вешать или что-то там с ним делать, как они думают, себя пугают. Его именно определит суд, примет решение, но однозначно люди, которые работали в ФСБ, которые проводили выборы в школах, учителя и подделывали голоса, не будут иметь права избирать и быть избранными, не будут иметь права воспитывать детей, не будут иметь права работать в органах власти. Живи, заводи бизнес, пеки пироги или строй дома, никто никому не мешает, если даже законы. Но декоммунизация и священников, кстати, священник этого тоже не избежал. Все сегодня благословляющие этих мобилизованных на смерть, потому что священник четко понимает, что если положили под 150 тысяч регулярной армии, то послать туда мобилизованных, неподготовленных, это послать их на убийство. Мы должны будем это сделать. Это вы правильно говорите. Что кроме этого... Можно еще вопрос? Вот у нас в Карелии больная тема. У нас очень много русских. И мы представляем тоже себе, что русский мир будет бороться за то, чтобы не дать нам возможность получить независимость. Вот как вы себе видите этих людей, которые не захотят становиться гражданами вашей республики?
Пожалуйста, если ты не принимаешь присягу гражданина Эрзянь-Мастер в кантоне Меликес или в кантоне Пенза, ты можешь жить не гражданином, но ты не пользуешься благами гражданина. То есть жить, никто тебя не трогает, пожалуйста. Да, ты не служишь в армии, но ты не пользуешься благами. Там, это, В общем, это путь балтийских стран. ну, наверное, так. Но потом можно будет о чем-то говорить, там, о экзаменах по языку и прочее в каждом кантоне. Будут принять решения в каждом кантоне. Но общая тенденция должна такая. То есть, почему присяга? Некоторые говорят, зачем присяга? Потому что мы учитываем опыт и Украины, и стран Балтии, когда наезжает много людей, непонятных совершенно, они живут, они пользуются всеми благами цивилизации, созданные не ими, созданные вот этими, мы были, вчера смотрели барельеф, на котором студенты едут на конях, на лошадях, на телегах со знаменем эстонским. Мы помним про крест, который стоит в Таллине. Люди положили свои жизни за все это. ОНО приезжает оттуда, откуда-то, да, пользуется всеми благами, возвращается туда, в Россию, показывает, какое оно европейское. Да. А в середине точно такой же. И это создает угрозу хозяевам этой страны. И в этом убедилась Украина сегодня очень ярко. То есть сначала они тоже в Украине. Да ладно, что там эти коммунисты, давайте дадим, они сами там помрут. Да что, как же обижают тут русскоязычных? А Путин спасает русскоязычных, Да. спасает в кавычках. И вот эта вся русская шиза имперская, она просто реплицируется в поколениях. То есть это просто так не остановить. Но как я понимаю, что мы можем предложить всем людям, которые будут жить на территории Эрзянь-Мастер, просто как бы государству по Аристотелю. То есть живите для своего счастья. Вот. Не обязательно вам преследовать какие-то шизоидеи. Да? Да, но ты не пользуешься благами. Но это если ты не сдал экзамен, если ты не гражданин, да. Но тем не менее, Если ты можешь гражданин, быть, живешь нормально. но тем не менее, ты можешь быть счастливым человеком, жить и работать. Да. К сожалению, я единственное боюсь, что представители русского мира все-таки не захотят. Смотрите, вы меня цитируете. Вот у нас четко это сейчас мы Но сейчас- наблюдаем. Но сейчас это на пике их мышления, да? Потому что случился Крым, Я отвечу, война. возможно, я отвечу наперед наш вопрос. Смотрите, очень часто говорят, а что скажут русские? Я военный, я не очень умею говорить, я не очень дипломат, да? Я скажу так, не считаются с проигравшими. С Да. проигравшими не считаются. Тебе предлагают нормальную жизнь, живи, что тебе не хватает? Нет, тут русский мир. Мы расскажем, что такое русский мир. Мы расскажем про историю русского мира, про все это вранье, про ордынское иго, про Эрзянский город. Извините, вот тут руку поднимает Дональд. На сегодняшний момент мы видим, что любое проявление какого-то бунта в России сейчас подавляется на территории Российской Федерации. И сейчас мы на пороге того, что мы хотим создать что-то, создать свою государственность, но при этом Российская Федерация будет препятствовать. Русская Федерация, Россия будет препятствовать. Она будет вводить Росгвардию, которая на территории России еще осталась и готова подавлять любые бунты и любое волепроявление. Как быть с этим? Значит, я уже говорил, что проигравшими считаются, они сильны сейчас. Вот представь себе у чиновника, вот Ултаева, или Узунова, или администратора там, главного района, да? Представьте, что нет власти московской, и никто не приедет, когда ей придут 10 граждан и скажут, это наша земля, выходи отсюда, ты будешь сюда приходить. Почему так? Потому что мы говорим о презумпции субъектности, то есть мы имеем право на эту землю, и мы не нуждаемся ни в чем разрешении. Росгвардия работает потому, что и платит из Москвы. В Москве будет не до Росгвардии. Дай Бог. Да, у меня просто два вопроса сказать, по нацбилдингу. Что общего между, допустим, Карелией и вообще Республикой Мордовия? Это и там появился ГУЛАГ. И я хочу сказать о том, что если мы берем так называемое русскоязычное население, в основном русское население, в экзистенциальном плане те, кто пострадали от советской власти, они немножко, также отличаются от остальных русских. Не стоит ли их, можно вот как раз их и брать, и интегрировать, а те, кто являются наследниками русской идеи, как вы сказали уже правильно, лишать, не лишать гражданства, а давать статус не гражданина. И второй вопрос.
А как вы считаете, стоит ли вводить такой механизм репатриации, то есть для тех, допустим, эрзян, которые оказались за пределами республики? Возвращать их. Значит, люди, которые отсидели и остались в Карелии и Мордовии, это такие же люди, мы не будем специально подчеркивать, что он какой-то особенный. Если он живет по законам, эрзянмастер, ничего не нарушает, активно там участвует, работает, пусть он живет. Если он нарушает законы, это другой вопрос. Что касается тюрем, колоний и лагерей сегодняшних, то мы тоже исследуем как-то этот вопрос. Я уже говорил, что, например, в Мордовии сосредоточено 20 лагерей. Пенитенциарная система имеет 20 лагерей там, вместе с тюрьмой, там 14 тысяч с лишним мест для сидельцев. По окончанию срока многие из них остаются в Мордовии. Это тоже влияет на ситуацию. Но он отсидел. Мы знаем сегодня, что в этой системе может оказаться любой человек, гражданин. Только потому, что он сидел в тюрьме, мы не можем к нему относиться по-особому. Это если человек живет, принимает присягу, говорит, я отношусь, моя политическая нация, это я эрзянин, на самом деле я татарин там, или узбек. Это нормально, это нормальный человек. Надо судить по его делам, по его отношениям. Что касается возвращения эрзян, если мы создадим привлекательную модель, если у нас все будет получаться, и там будет удобно жить, на самом деле эрзяне живут по всей этой территории. Мы рассчитываем на то, что мы предлагаем сейчас что-то перспективное, вызывающее энтузиазм у молодежи. Саша, то есть сейчас, когда говоришь вот, человеку, ну давайте вот создадим эрзянмастер на территории Мордовии, возникает вопрос с Макшанами, и что тут можно вообще создать, как государство, когда, ну, как военно, оно простреливается там из средней пушки какой-то. Мы говорим, смотрите, вот государство, 4 миллиона человек примерно, есть возможности, это наши земли, давайте вернем их себе, как это говорят, по-хорошему, создавая что-то, что вызывает желание у людей возвращаться на эти земли. А кого-то специально, насильно у власти ну, нет таких ни прав, ни полномочий, и это не надо. Мне кажется, это во многом и есть ответ на вот ваши вопросы, потому что я так понимаю, что основное ядро ваших вопросов в том, как заставить россиян переменить ум. Да? То есть сейчас у них есть эти все шизо-сверхидеи о каких-то призраках и прочее, о призраках величия. И как сделать так, чтобы произошла метаноя, да? Чтобы они переменили ум. У нас немножко другая проблема. У нас сейчас в Карелии русские пытаются подменить собой Карелию. Ага, да, так же и в Ингере. Пытаются создать карельскую нацию. То есть каждый человек объявляет себя карелом. То есть кто захочет, тот может стать карелом. Поэтому мы, этнические карелы, хотели бы все-таки, чтобы наш народ сохранился, сохранились наши традиции. И остальные, да, как вот вы, точно так же мы представляем себе, они могут быть гражданами Карелии, но никак не этническими карелами. То есть мы хотим все-таки разделять наши традиции, наш язык, чтобы было именно этнос сохранился. А остальные люди, которые готовы жить по законам, точно так же первый язык, экзамен истории, экзамен присяга Карелии. То есть остальные просто становятся гражданами Карелии. Но вы понимаете, что нельзя стать этническим карелом или нельзя, у тебя родители русские, вот, да? Но все и дело. А сколько вас? Может быть, вы заинтересованы в том, чтобы этот человек, который хочет стать карелом, выучил язык, и дети его уже будут настоящими карелами, получить воспитание карельское с детства. Но может быть гражданином все-таки Карелии, а не этнические. Это ваши карельские дела. Просто я знаю, что... Перейдем, не будем, когда так давно говорю уже. Саша, что сказать? Вопрос заключается в следующем. Как, если повысить уровень жизни тех людей, которые, допустим, здесь вот на этом рисунке, то, естественно, в эту страну будут и другие стремиться попасть. Вопрос заключается в следующем. Каким образом, чтобы уровень жизни повысить, нужно экономику поднять. А чтобы поднять экономику, естественно, нужно привлекать технологии и кредиты. Вот каким образом вы пытаетесь, допустим, привлечь вот эти вот технологии, чтобы, в мире очень много денег, на самом деле. Но не всем дают эти деньги. Дают именно тем, которые могут эти деньги взять, хорошо освоить и, естественно, вернуть эти деньги, конечно, с прибылью.
Я думаю, Вот эту экономику в первую очередь нужно создавать. А вот эти технологии, естественно, то же самое, не всем дают. Да, но Если вы сейчас ответите на этот вопрос, да, мы договоримся просто-напросто, это тоже будет ответ. нет, это не будет ответом. Но Это не будет ответом. Я С об этом химиками. читал, то есть читал, говорил, мы не должны просить кредитов, мы не должны ничего просить. Мы должны писать условия, когда эстонец, финн, англичанин, когда он заинтересован, что там изготавливать что-то там или там что-то открывать. Когда мы говорим об окружении, я сегодня вот не говорил, а надо время сказать, что проект Эрзельмастер, он скоординирован. До этого мы, как я говорил, системно в этом направлении работаем. То есть сначала у нас была рязанская группа, потом мы с Рафисом Кашаповым, это татарин, создали платформу такую «Свободный Идель Урал». Цель этого проекта – создание конфедерации стран Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Мария и Мордовия. Поэтому у нас тут будут союзники, у которых точно такие же проблемы, у которых тоже, как у нас татары, у них есть рязяне или чуваши. Вот мы должны это делать вместе. И, к сожалению, то, о чем говорит Александр, это имеет место быть, это за счет соседа выезжать, куда-то поехать, но мы должны научиться слышать друг друга с другими народами, понимать друг друга, соглашаться друг с другом. Иначе у нас конец один. Нам уже дальше некуда. То есть мы уже практически исчезли. Если мы не договоримся, если у нас не получится вот на этой территории создать сначала Эрзянскую федерацию, а потом с соседними государствами создать государство Идель Урала, это уже 15 миллионов человек. И там уже другие ресурсы, хоть и другая религия, это не важно. Вот создание условий для бизнеса и своего, то есть не вмешательство государства. Государство следит за соблюдением законов, например, но не вмешивается в бизнес, не регулирует цены, не говорит что-то бизнесмену, что ему выгодно, что невыгодно, не вызывает к себе, потому что у него день милиции и надо организовать стол. Вот этого точно не будет. Вот коррупция не будет точно, это я вам. А если нет коррупции, какая-то все равно будет, наверное, да? Но если это не будет системной коррупции, то я думаю, инвестор сам захочет вложить деньги, потому что это будет? Это будет чрезвычайно высокий потенциал хотя бы из того, что у нас есть такие ребята, вот Алексей Иванов, Арпад Валдаш, Антон, которые здесь уже много чего видели, хотят жить по-другому, и им нужно просто создать условия, они все сделают сами. То есть задача государства – создать условия для жизни и работы людей. А потом еще, ведь мы же все колено большой финской семьи, у нас есть опыт и знакомства, и контакты, как бы все эти подвязки в Финляндии и Эстонии, они могут быть нашими лоббистами. Почему нет? Я думаю, что Финляндия очень помогла Эстонии в 90-е годы. Ну, объясняю что-то, что Эстония пропустила за время оккупации в знаниях о мире. Вот меняется мир. Вот обычно такие разговоры шли уже где-то после второго стакана. Как-то шутят. Есть еще вопросы? Это сценарий, о чем вы говорите, видение, это, наверное, предполагает, что в результате распада Российской Федерации возникнет много государств, да? Не только, скажем, Рязанское государство вокруг остальной сегодняшней России, да? Это одна возможная сценарий будущего, да? Но рассматриваете ли возможность, что будет какая-то трансформация сегодняшней Российской Федерации, в результате чего, возможно, это государство как-то называется по-другому, но это более-менее в нынешних границах международно признанных границах Российской Федерации, в каком случае не возникнет ни одного нового государства, которое международно признано. И если такая сценария имеет, так сказать, теоретическую возможность, да, рассматривать, есть ли вообще какие-то шансы, скажем, реализовать эту общую цель, которую вы назвали для рязанского народа, то есть сохранение народа в условиях какого-то более крупного государства. Я правильно понял, что можем ли мы найти себя в новой России какой-то, да? Да, какой-то трансформирование. В ее составе. Даже если это не называется Россия. Да, ну пускай будет так. Почему это спрашиваю? Потому что, например, в системе
прав коренных народов, да, где, можно сказать, самый главный документ, который определяет права коренных народов, это Декларация ООН по правам коренных народов, да, там это как бы логика такая, что да, у коренных народов, как у всех народов мира, есть право на самоопределение, но это право на самоопределение внутри границ того государства, где они находятся. Это скорее, скажем, такое право на автономию. Это может быть политическая автономия, экономическая, культурная, разные формы автономии. Но как бы эта логика не предполагает возможность, скажем, создать свое государство. Да? Это просто одна система мышления. Я не говорю это как я сейчас это поддерживаю, но просто это одна такая система. В этой системе вы видите, какие возможности для христианского народа? Я отвечу. Спасибо большое. Смотрите, когда ООН будет высказывать нам какие-то претензии, я ее спрошу, не его так, я могу ответить, что длительное время мы пытались в этой системе что-то сделать. Вы смотрели спокойно, как нас уничтожают. Наконец, нас вообще почти не осталось. И сейчас, когда есть единственный шанс себя сохранить, кто-то скажет, вы знаете, это же написано там в декларации по-другому. Вопрос жизни и смерти, там уже нет, не настолько важно нарушение каких-то норм и правил, которые были установлены когда-то и для кого-то. Это во-первых. Во-вторых, Российская Федерация показала себя как агрессор, как совершенно чуждый внешнему миру элемент. И если она разваливается, сберегать ее, сохранять ее, это все равно, что сохранять когда-то Советский Союз, что пытался делать Буш-старший, приезжал в Киев, уговаривал остаться Украинского Союза. Я не вижу перспективы, вот еще почему. Я не вижу никого на сегодня в Российской Федерации из так называемых российских оппозиционеров, кто бы хоть чуть-чуть, хоть немного разделял наши взгляды. То есть они про нас просто не знают. То есть они такие же шовинисты и имперцы, как Путин. Давайте вспомним. Вспомните праздник, когда в 2000 году избирают Путина президентом. Радовался весь мир. Молодой, демократичный, спортсмен, не курит и много-много чего другого. Что мы сейчас имеем? Если они завтра изберут Навального или кого-то другого, все будут опять хлопать в ладоши, это будет детоксикация этого государства, но это закончится тем самым, потому что мы знаем, кем был Навальный в совсем недалеком прошлом. И так все. И потом, когда мы пытаемся сохранить государство русских, давайте сохраним, подумаем о тех многих и многих, о которых никто долгое время не думал. Я понимаю, что, Оливер, на нашей стороне, в нашем лагере, то есть мы не рассматриваем никаких вариантов дальнейшего существования в рамках любого государства, центр которого находится в Москве или где-то в другом месте. То есть мы можем рассматривать союзы с нашими народами, мы можем заключить дружественный союз с свободной Карелией даже уже сегодня, да? Но мы не готовы оставаться в составе того государства, которое останется как правопреемник Российской Федерации. Это мы обсуждали много раз, это категорически наше мнение. Обсудить привлекательность модели. У нас есть какое-то видение модели здравоохранения в советском государстве? Я боюсь просто, что если мы сегодня начнем на этом съезде, учитывая, что, я не знаю, есть ли у нас специалисты по здравоохранению, то есть это будет дорога, вы долго будете сидеть и говорить, это должны решать. Вот будет первый съезд, да, например, там, структуры, переформатирование вот этих самых. Конечно, не должно быть таких министерств, как сейчас. На самом деле, сейчас вот эта вся надстройка, она работает сама себя, и никто не заинтересован в существовании эффективного здравоохранения Российской Федерации. Это нужно сделать, опираясь на примеры, которые есть уже в развитых, цивилизованных странах. И это я точно не могу сейчас сказать, что нужно взять как модель. Но я думаю, что среди россиян очень много умных людей, которые работают в медицине, живут за рубежом. Мы рассчитываем, что большая часть из них вернется, потому что это интересно. Предлагаю не обсуждать сегодня модели здравоохранения, это опасно. Это определенный сектор. Ну да, так и очень узкий сектор. Если у вас есть идеи, вы напишите, мы обсудим и придем, соберем секретариат сначала Инязора, потом вынесем на Тяньязем, а потом тот съезд все это дело перечеркнет и сделает основное.
Да, и позвольте, просто этот блок у нас занял много времени, а я вот слежу за регламентом, пытаюсь... Вы молодец. Да, может, перейдем... Да, ну